Абхазская журналистика имеет давнюю историю, начиная с выхода первой газеты «Апсны» 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации. Вот уже 105 лет выходит газета «Апсны» на родном языке. Начала издаваться она в сложный драматичный период истории Абхазии – господства грузинского меньшевистского правительства. Издание газеты стало возможным благодаря усилиям группы абхазской интеллигенции и основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гуле, который стал ее первым редактором. За более чем вековую историю газета «Апсны» прошла долгий, тяжелый путь. Но, несмотря на все сложности, газета и сегодня печатается на родном абхазском языке, освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Сегодня главным редактором газеты является Ахра Анкваб. Коллектив редакции насчитывает 19 человек. Кристина Инапшба работает здесь уже 17 лет. Как будет выглядеть издание, фактически зависит от нее. Кристина ежедневно занимается версткой газеты. С понедельника уже начинаем материалы, мне макеты дают, я вот начинаю готовить газету. В четверг мы выходим рано утром. Надо придумывать, как будет лучше выглядеть газета, например. Да? Несколько раз мы переделываем, можно сказать. А так, в общем, и коллектив, и все. Немало лет я уже сама проработала, поэтому самое главное – это коллектив, и чтобы нравилась работа, и все. Уже более 2 лет редакции газет «Апсны», Республика Абхазия, а также информагентство «Апсны Пресс» объединены в республиканское государственное учреждение «Апсны Медиа». Одной из задач Апсны Медиа является именно сохранение тех традиций, которые существовали на протяжении долгих лет в этих редакциях, и приумножать их, развивать, улучшать, дабы те материалы, которые мои коллеги готовят, чтобы они доходили до читателей, чтобы они были интересными, были актуальными, и чтобы, повторюсь, был у читателя, у зрителя, даже можно сказать, был интерес к средствам массовой информации, которые входят в РГУ Апсны Медиа. В современном мире интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни. Постоянно проверять социальные сети, читать новости – привычное дело. Конечно же, скорость передачи новостей у печатных изданий сильно уступает остальным средствам передачи информации. Именно поэтому многие издания имеют свой сайт, в том числе и газета «Апсны», где информация публикуется ежедневно. Идя в ногу со временем, сегодня мы пытаемся использовать все площадки, дабы донести читателю тот продукт, который делают наши коллеги. Это социальные сети, это интернет в общем, это сайт. Печатные СМИ, возможно, сегодня они не столь актуальны, как в свое время, когда не было ни телевидения, когда не было ни радио. Сегодня новые условия, новые времена, и которые нужно использовать все средства для того, чтобы до читателя дошел тот продукт, который делает, в частности, редакция газеты «Апсны». Стараемся каждый день по 3, по 2 материала выкладывать на сайт. А так в неделю раз в формате PDF мы выкладываем газету полностью, что в цветном виде читатели читали, и еще и приятнее, да. А так выходит газета, как вы знаете, черно-белый цвет. И мы в Facebook и в Инстаграме везде выкладываем свежие материалы, и читатели, я бы сказала, что их много уже. Сегодня в Абхазии вещают на всю страну 2 телеканала – АГТРК и Абаза ТВ, а также Абхазское радио. Есть телестудии в Гагрском, Гудаутском и Галском районах. Имеются несколько печатных изданий и информагентств. Работники средств массовой информации – это огромная команда. Редакторы, корреспонденты, операторы, режиссеры, монтажеры и еще многие очень важные люди, которых не видно за кадром. У них нет выходных, а иногда даже времени пообщаться со своими родными и близкими. Они просто стараются сделать так, чтобы читатели или зрители получили вовремя проверенную, достоверную информацию. Алика Трапш, Заур Кварча, Абхазское телевидение.